Непредвзятые страницы истории народа, факты, собранные по крупицам и бережно изложенные пером мастера. Исаак Адзоев представил публике свое новое произведение. На ингушском языке его название звучит как «Хувьястер». В книге автор рассказывает читателю о малоизвестных фактах. На презентации побывала наш корреспондент Жеридат Халухоева. Один из самых известных ингушских писателей, несомненно, Исаак Адзоев. Его творчество насчитывает по меньшей мере 20 произведений, которые так или иначе повествуют о жизни и традициях ингушского народа. Теперь «Хувьястер» как нельзя лучше дополнила эту коллекцию. Эпическое произведение, как признается сам автор, немного отличается от всех остальных, но тоже погружает читателя в быт предков. В эпоху, когда простые ингушские люди похищались неизвестными и продавались. В наших горах ингушских такие поселения, как Бейни и Кашет. Мне очень странно казалось. Люди стараются своим поселениям давать красивые названия. А здесь, что может быть страшнее Бейни и Кашет? Да. И спрашивал причину такого названия. Отвечали, какая-то банда была здесь, в Бейни их убили, а в Кашете их закопали. Но конкретно что, когда, почему, кто совершил, чья была банда, люди или избегали это отвечать, или у них не было знаний на эту тему. Но вот совсем недавно шел Халов, старик, он досконально изложил мне эту тему, что и когда. И тогда я засел за стол. Главный герой книги, уверяет автор, не один человек. Это целый народ, простые люди, которые по-своему сообща противостояли накопившимся проблемам. Над романом Исаак Адзоев трудился год. Писатель давно лелеял мысль поведать эту историю своему читателю. Правда, реализовать идею вышло только сейчас. Автор признается, книга получилась непростой, а содержание порой чрезмерно жестоким. Но пройти мимо этой темы он не смог. Я хотел людям показать, что делали наши предки, когда такая болезнь возникала, и как они с ней рассчитывались. Поэтому «Хувьястер» – это операция на гангрену. Перевод на русский язык, его доскональная операция на гангрену. Это произведение уже получило долю популярности среди самых преданных читателей. И это несмотря на то, что презентация романа состоялась только сегодня. Общественные деятели, сотрудники Ингушского госуниверситета, члены Союза писателей республики и многие другие поклонники творчества Исаака Адзоева. Произведение каждый прочувствовал по-своему, но главный смысл уловили все. Хотя она горькая, правда, да, но он ее озвучил, он ее ставит, это проблема наша. И эту проблему он старается ее всем народам, чтобы мы стали вместе, дружной семьей, все одним народом, и эту боль искоренить. Книга не оставила равнодушным ни взрослых, ни молодое поколение. Амина Куриева только начала свое знакомство с творчеством писателя. И, как признается девушка, это также первое произведение, которое она читает на ингушском языке. Она уверена, что народный писатель не обманет ее интересы читателя, ведь книга захватила ее с самых первых страниц. Были эмоции на моменте, когда рассказывали про женщину Кани, о ее красоте, когда она была молодая. Когда красота исчезла, все отвернулись от нее. Можно сказать, что через этот отрывок именно о жизни ее Адзоев Иса передал, что красота не вечна, и любить за внешность тоже не очень получается. Организаторами мероприятия стало ингушское историко-географическое сообщество Дзурдзуки. Писатель сам с ними связался, чтобы провести презентацию, и неспроста. Ведь сообщество, как и сам Исаак Адзоев, занимается возрождением ингушской истории. Роман очень глубокий, как и все произведения Исаака Адзоева, и всегда есть там какая-то центральная тема, согласно которой Иса призывает к тому или иному действию, а именно касаемо наших адатов, наших обычаев. Книга богата фразеологическими оборотами, глубокой ингушской речью, терминами, которые сегодня являются полузабытыми или забытыми, но очень интересные и обогащают именно родной язык человека, который его читает. «Хувьястер» – еще один яркий пример того, что проблему нужно решать на корню. Но вместе с тем роман повествует и о том, что любой, даже самый плохой поступок можно искупить искренним раскаянием. Это далеко не последняя работа Исаака Адзоева. По словам самого мастера слова, уже сейчас он трудится над очередным произведением. Жеридат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.